Айгерімге кіріп шықтың. Қал жағдайы қалай екен Айгерімнің әуелі? Денсаулығы, қал жағдайы, содан кейін не айтты, сол туралы айтып берсең. Я бүгін 24 қаңтар, мен Айгерім Тілеужанованың адвокат. Айгеримді жалғыз колониядан кірдім. Айгерім көңілі жағдайы бәрі жақсы. Айгерім бәріңізге всем передает привет. Интересуется, как у всех дела. Я вот зашла к ней с утра, сейчас время только 2 часа дня. Все это время мы с ней разговаривали, делились новостями. Она очень скучает по всем, очень рада, что передают ей приветы. И особенно она говорит, меня греет и получает письма. Начала получать письма с разных концов нашей страны, и письма, газеты, журналы. Она говорит, они очень помогают, потому что сейчас она все равно находится в такой находится в изоляции и в дезинформации. Не вся хочется, человек, который привык к социуму, конечно, хочется узнавать больше. И она говорит, ваши письма, они, говорит, очень мне радуют, помогают. А я, говорит, и в качестве закладок даже использую, говорит, перечитываю. Поэтому, да, хочу попросить, чтобы писали больше писем. Была обратная связь. Так, у Айгерим все хорошо, жалоб у нее не имеется. Все отлично. Она переболела, сейчас уже все вполне нормально. Енді бұған дейін бұрындар мысалы іште қысым болған туралы айтылған. Қазір ондай жоқ па екен? Нет, в настоящее время никаких жалоб у нее нет сейчас именно по погоде, так сказать, в самом учреждении. Она говорит, ни с моей стороны, ни со стороны учреждения в настоящее время пока ничего не имеется. Но я думаю, знаете, это же было с одной стороны сделано ближе к ее дате о замене меры наказания более мягким на штраф. В связи с этим ей было, считаю, это было давление со стороны КУИСа и учреждения, где было вынесено такое постановление. Но пока в ближайшее время у нас ничего такого не намечается. Айтпақшы, енді кіргеннен кейін әңгімелестің бері, анау мысалы сатира қылмыс емес дегенде, мысалы, ол туралы естіді ма? Оларды қалай қабылдады? Конечно, она, во-первых, рада, что ребята поддержали Езбека и, то есть, вышли на одиночные пикеты, то есть они не побоялись, показали свою сплоченность. О том, что можно привлечь за слова, за свою деятельность прямую. Айгерим, конечно, она сама является такой же жертвой в настоящее время, то есть, будучи журналистом, ее осудили якобы за захват, за организацию захвата, и она считает это аналогичным, конечно, что это неприемлемо. За сатиру, за шутки, за публикации, за непосредственную деятельность человека наказывать, тем более в уголовном порядке.